Так, ну что, в принципе, все вроде. Все взял, ничего не забыл. Точнее, все забыл, ничего не взял. Вроде как-то так, да. Ветерочек. 13 метров в секунду. Лиц прям летит. Всем привет, ребята. Ну что, конец сентября. А это означает, что подошла экспедиция на Лиме, ребята. История. Каждый год устраиваем такие выезды. Ну, не только с ночевкой, а на 3, на 4 дня. В общем, как-то оно так. В прошлом году я был с Серегой. Ездили мы на другую речку. Большое путешествие получилось. Пробитые пальцы, ломаные машины и так далее. Попали мы там, конечно. Есть ролик, конечно, кто не смотрел, ребята, обязательно посмотрите, очень интересно. Ну а сегодня, ребят, я на сборах, так как выехали ребята с Архангельска. Это те пацаны, которые, помните, ребят, Навага, море и так далее. Едет Андрюха, едет Саныч, они уже выехали. Едут до меня, ребята, и будем подниматься мы в мои места. Будем стоять на Лима. Столько вот приготовил вещей. Ну еще не все, ребят, там дома аккумуляторы. Надо за хлебом свежим съездить в пекарню. Короче, делов много, ребят. Парни уже мчат. Приедут рано утром. Будем встречать. А так у меня все вроде готово, ребят. Что-то все прикупил тут, ведра, потому что будем мыться, делать баню. Сапоги, новую горелку, короче. Собираюсь. Ездил, кстати, приготовил лодочку. В принципе, все в порядке. Так, ну все, порядочек. Бак заправил, шланг поменял. А то начал сечь у меня, ребятки. Новый шланчик поставил. Все отлично. Помыл чуть по чуть, заправил. Старый шланг. Смотрите, он, видите, он везде, ребят, такой, в таких трещинах. И под давлением, смотрю, секет его. Я уже резал здесь. Короче, все нормально. Новый шланг. Пятнашку плюхнул. Все отлично. Короче, сегодня суматуха, ребят, целый день вот так. Ну, понятно, что мы за неделю уже на WhatsApp. Какие-то списки. Вот. Воды нету, ребят, будем заезжать тяжело. Но будем заезжать немножко по-другому. Парни на машине с прицепом повезут все вещи в другую деревню. А я буду подниматься пустой абсолютно на моторе. Пройду все перекаты. И, в общем, от той деревни уже будем мочить рельсы, будем перевозить вещи, обосновываться и так далее. Планировали 25-го выезд, ребят. Сегодня у нас 22-е. Так как погода, ребят, погода у нас не совсем айс. Сегодня ветер. 3 дня шли дожди, сегодня ветер, солнечно. Завтра будет классная погода. А послезавтра, после будут дожди. И специально подобрали вот это время, ребят, чтобы заехать, поставиться, выставиться. Поставить лагерь, как бы, чтобы у нас уже стояла хата и все остальное. Ну как-то так, ребята. Сегодня целый вечер буду собираться. Вот как-то оно так. А с утра будем ждать пацанов и будем выезжать. Не знаю, насколько поедем, ребят. На 3-4 ночки 100%. Ну а там как карта ляжет. Донки, закидушки, продольники. Короче, все, ребята. Так что мощный кинишка подъехал. Наливаем чаечек. Погнали, ребята. Приятного просмотра. Опа. Подсобрать, наверное, червячков. Парни тоже везут. Вот. Первую ночь по-любому будем на червя стоять. Потом будем пробовать миногу добывать. Также взял пару сеток маленьких. Попробуем в озерко заплыть, наловить живца. Поставить продольники на щуку. Ну, в общем, как-то так, ребят.
Так что такие дела. Доброе утро. Ну что, час Х наступил. Парни приехали в 4 утра. Пока загрузились, пока рассвело. В общем, красота. 6 утра, ребят, только встает солнышко. Сегодня был заморозок. Трава вся в инее, холодно. Ну, как и планировали, парни поехали с прицепом до деревни. А я иду налегке, ребят, пустой. Буду проходить перекаты. А там уже будем с деревни делать ходки на место рыбалки. В общем, дорога сложная, ребят. Ну, как-то ну так. По-другому не придумать. Все, погнал, ребят. Время идет. Не знаю, вода еще вроде упала. Короче, будет сложно, мне кажется. Ну, ничего страшного. Как говорится, глаза боятся, руки делают. Поперли. Видно рябь, ребята, и вот по ней ориентир хороший. Вот тут, наверное, сейчас заскочу. Есть контакт. Так, поймали. Поймали. И тут сразу течение, видите, ребятки, и несет. И несет потом. И потом не понимаешь, куда идти. Сразу потом несет. Тебя стаскивает на миля. Так, придется веслом помогать. В прошлый раз проскочил здесь. В этот раз ни хрена не получилось обмануть ситуацию. Ох. Мелко, 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 блин. Засасывает еще весло. Вот она, ямка.
Вот такие, ребят, маневры будут. Самое что неприятно, еще коряги. Можно хорошо удариться. Первый прошел, ребят. Второй сейчас. Второй у меня. Так, вот рябь вижу, надо вот туда уходить. Блин, промахнулся. Ну тут все, встали. Прям залетел. Вот надо было чуть-чуть вот так уйти, если видно. Вот такой секс, в общем, ребят. Кто бы что тут ни говорил, водомет, не водомет. На тяжелой лодке, если залетаешь на такую хрень, то тут вообще беда да печаль. Блин. Ну я ж вдоль косы шел. Вот чуть-чуть надо было смещаться мне. Вода еще упала. Я это сделал, ребят. Было сложно, ну ничего. Кто-то там мне писал с Якутии, это, говорит, у тебя не перекаты, говорит, так. Я ничего не говорю, ребят, но все равно, если чуть прозевал, в общем, не воткнулся, тебе течение стаскивает сразу обратно. А потом уже ничего не сделать. Все заново, заново и заново. Ну, как-то так. Все, попылили. Парни, я надеюсь, уже на месте. Вещи стаскали, наверное. Ну, не знаю, может, Андрюха спустился там после дождя, наверное, так себе. Все, погнали, ребят. Красавчики. Да вон пришлось махать. И так, короче. Что, спустился? Нормально, Андрю? Конечно, ты что, не сомневаешься? Не, я просто там после дождя думал, может. Глина и не глина. Слушай, да, в прошлый раз полегче было. Сейчас вообще жопа. Один раз вообще вылетел прям просто на сушу. И все, лодку туда-сюда. А вот если она груженная, надо или вещи разгружать, или что. Это 150 лодка, мотор 40, ну 190-200 килограмм еще можно. А вот водомет ты залетишь полтонны, все, пиши пропало. Один ничего не сделаешь. На середине реки причем, понял. Ну вот так. А еще рябь, солнце в лицо. Не вижу вообще вот это, знаешь. Ловить очки не взял, блин, дурак, блин. Ладно, отлично. Слушай, есть маленько. Там солнышко грело, тут тень, блин. Пока все посмотрим.
этот вкус хороший уже, да. Тяжелая вещь. Давай, кидай. Так, ну что, первую ходку, ребят. Загрузились вот так. Поперли. Андрюк, не отключай. Давай, будем. Не знаю, наверное, не буду на глиссах даже. Сейчас оборудуемся здесь. Подрубим, подрежем. Сейчас пока буду Андрюху забирать. Как раз можно потихоньку марафетом вести чуть-чуть. Я пока поляну разгребу там. Первая ходка есть, ребята, за второй погнал. Ой, красота на улице. Свозили вещи все. Ну вот здесь наша база. Сейчас все вещи стаскаем, поставим лагерь. Я взял палатку, ребят, берега МФП-4 огромная, и новый шатер. Там будет кухня. Вот. Сейчас все быстренько под музычку сделаем, а потом уже покажу. Такие дела. А так красота, ребят. Сегодня погодка классная. Самое то.
Да? Да, здесь, да. Чисто шмотки. Чисто шмотки, блядь, набрал. Будто я не серая. Так ты быстрее реагируешь. Когда включаешь, она... Пик. Да, конечно, смотрите, делаешь. О, один в один, только оранжевая у меня. Недолго прожила. У меня здесь другая, слушай, я слегка вытаскиваю. Надо. А это что? Если закрыт? Нет, это фирма. Другая маленькая. Ну похоже же, вообще типа. Солнечно. Там похоже. А? Похоже. Ну, похоже. А я сейчас такую плитку последнюю купил. Вот тоже с этой штукой удобно. Так, братцы, ну что, все, совместными усилиями у нас все готово. Поставили дом, поставили стул. Вот, сейчас покажу, как мы немножко обосновались. Ну, понятно, это в течение рыбалки все встанет на свои места. Сейчас пока тут кинули, там бросили, ну, без этого никак. А потом уже что-то и туда пойдет, и туда пойдет. Ну, в общем, палатка с печкой это конкретно спальная. Мы туда не будем заносить столы, там что-то резать. У нас здесь вся вот кухня будет здесь. Вот здесь у нас холодильнички, а здесь сумочки. Вот, а там чисто вот спальники, теплые вещи и, короче, поставили зарядник. Короче, там все, ребята, вот такое будет, такой режим. Установили печку уже, сейчас приготовим дров, пообедаем, ну, начнем уже что-то ближе к рыбалке. Так что такие дела. А так все нормально, вроде как бы всем все нравится, все хорошо. Красота. Так, сказал бедняк. Жалобы, Она в коробке получается, вот той маленькой. В одной целой батарейке, блядь. Говно. Угу. Давай 5 2 даже. Так, ребята, у нас вот сегодня чуть-чуть домашнего. Как говорится, на маминых харчах. Да. Яички вареные и грибочки жареные. Вчера собирал. Сейчас мы разогреем все это дело. Пообедаем. Пока на домашнем, да. Ну, первый день всегда такое. На маминых грибочках. Маменьких, да. Ну, беленькие ребята. Сейчас только согреем. Даже можно пожарить маленько. Поджарим, да. Чуть-чуть. Чуть-чуть поджарим. И все будет отлично. Протри, потом просто протри и все. И нормально будет. Вот опять вот плитка новая, смотри, Андрюх. Вот, катается. Вот это вообще не люблю, блин. Ненавижу. Не цепляет вообще. Надо обкатать. Ну, обкатаем все. Когда-то надо. Сегодня новая плитка, новый шатер. Новый бокс. Термо. Много чего нового в эту поездку. Новые пацаны. Новые ребятки у меня на реке. Так что здесь, да. Здесь все новое, ребят. Новая рыбалка. Новые приключения. Новый день. Новый день. Как минимум. Да.
Да, мойку. Не, мыто все. Все мыто. Тогда надо свою тарелочку вернуть. Так. Сейчас чеканем, нарежем. Большую? Всё. Вот такая поляночка у нас. Красота. Пойдет. Сейчас Для покушаем. обеда вообще До обеда прям огонь. великолепно, да. Я считаю. Перекусим и будет вещь. Как говорится, обед надо крепануться. Давай. Впереди еще ночь, рыбалка. И впереди у нас еще сколько дней. Ну, сколько дней, это понятно. Ночь, как минимум сегодня. Ну да. Надо это дать Сегодня по-любому постоим. Не знаю, с дороги как у вас настроение Да мы будет. что? настроение. мы же Ты же знаешь наше настроение. Ну да, я знаю вам Там тоже. видно же. Молодцы, Мы еще молодцы. держимся. Как бы, Нам пофигу. как бы не было тяжело, Ну что, давай за рыбалочку. Давай, давайте, пацаны. будем. Дай бог всем здоровья. Взаимно. Грибочки. Эх, Андрюха. Атас. Видел? У меня мама немножко пики делает, как более альдента. А я вот люблю немножко корки. Я понял тебя, да. Да, да. Я тоже люблю больше корки. Я больше лука люблю добавлять. Лук все равно он такую движуху добавляет. Ну, немножко, ну, классика, не знаю. Чеснок его уже перебьет. Не считаю. Всем привет, ребят. Немножко о ножах поговорим, с вашего позволения. Андрюха дал добро. Сань, можно ножик твой, пожалуйста? Так, начнем из близкого далека, так сказать. Всем знаком, я думаю, этот ножик. Вот. Приехал на родные края. Приехал, да, Андрюха правильно говорит, приехал на родные края. Прошел заточку. Как бы все. Нет, чтобы было понимание, Красиво. просто ты немножко, Андрюха, объясни, что в тот раз на камеру не показывали то, что мы Да, дарились. да. То есть Было дело, что я вручил Андрю- Сане. Да, Андрюха был у нас зимой, то есть в гостях. Рыбачили на Белом море. Вот. И получилось так. Ну, Андрюха в каком-то видео говорил, Что я его да, подогнал что он пацанам. задарил пацанам с Архангельска. То бишь вот непосредственно Енисейка наш талисман теперь. Ну, реально он наш талисман. Как бы он в руках у Саныча, но по сути талисман, ну вообще, как бы держимся. Вот. Прошел заточку буквально вот на днях. Вот. Хочется передать привет человеку, который сделал заточку, Сергею Чецкому. Огромный привет. Вот. То есть этот ножик сейчас у нас. Я просто очень... Да, как бы Саныч им владеет, но как бы мы все душой, ну, честно, ребят, всей душой, вот прям, ну, память, у всех прям память. Да и Ну, у меня, знаешь, ну, Андрюх, я вижу по видео, знаешь, что Андрюх, я как бы у с тебя ним много душа, проходил, да. да, у тебя много прохожено с ним, как бы душа там оставлена, ну, оно вот здесь вот у всех, ну, честно. То бишь, конкретно Санычу, нашему работяге, он у нас здесь. Вот. Ребят, дальше немножко расскажу, ну, с твоего позволения. Конечно, брат. конечно. Вот ножичек. Делался он, честно врать не буду, года 3 назад, наверное, 4, может 5 даже. Ну, плюс-минус. Вот, правда, по времени даже и не вспомню. 3? Ну, по времени даже не вспомню. Вот. Делался на заказ от нашего архангельского, ну, с области мастера. То есть мы сами в Архангельске, мастер с области, плюс-минус, ну, от тебя, Андрюх, до нас это, ну,
половина, грубо говоря. Да? Да, верхняя тойма. Вот. Делал его Сергей Чецкий. Тоже недавно буквально прошел заточку. То есть, ну, конечно, кожаный ножик. Ну, работаем, как бы, понятно. Где, ну, никакой ножик не стоит, как бы, просто все работают. Все ножи работают, все работают. Все в деле, все при деле. То есть рыба там, все это, ну, все делается. Вот такой у меня был ножичек, заказывал я его у Сергея. Вот, то есть я полностью им доволен. Прям, ну, для меня вообще, ну вот он лег мне, да, прям. Ну чётко, понятно, да. да. Слушай, я тоже имею Прям, какое-то количество ножей, а вот прям в душу. да, вот надо, чтобы, понимаете, прям в душу. Да. Да. Вот есть такой ножичек. Вот Витальке я, другу нашему, подарил от компании просто нож. Ну, все знают вот этот ножик, да, от компании Русбер. Ну, соответственно, хорошая компания, спору нет. Сталь Аус 8. Отличная сталь, то есть, как бы, ну, компания достаточно себя хорошо зарекомендовала. Вот. То есть, вот этот ножик сделал человек просто, который, ну, живет также в деревне, да, ну, то есть Но он занимается, получается? занимается конкретно ножами, да. То есть, Ну, а может какие-то координаты есть, там номера да, какие-то? есть, конечно, да? все есть, да. Ну, можем оставить что-нибудь, конечно. Андрюха, обязательно. Вот, то есть, вот, ну, сделал для себя я такой нож, когда-то обратившись к нему, и остался им доволен. Ну, реально остался доволен им. То есть ножик классный. Вот, далее пойдем, ребят. Соответственно, мы приехали к тебе, брат. Ну, как говорится, в гости без подарка не ездят. Ага, я Ты понял. понял, Понял. брат? Ну, ты видал, Ну, выпало. Выпало счастье. ну капец, опять. Дрюня 11 еще и с налимом, короче, да? Конечно, конечно, брат. Вот это да. Вот, то есть от архангельской братвы, брат. Ну, от души. Все делалось от души. Ой-ой-ой. Ой, да ладно, еще и гравировочки, да? Обязательно. Дрюня. От От архангельской братвы. братвы. Ничего себе, какие молодцы. Красавцы. Сталь К110. К-110. Нержавеечка. Ну, сам понимаешь, как ножику нужен уход. Такой по типу финочки, брат. По типу Да, я финочки. вижу. Ой-ой-ой. Вот. Рукояточка ясень. Ясень. Да. Вот ясно не было, у меня еще березы были, Слушай, дубы были. Вот это, брат, ты не поверишь, что это рог лося, брат. Ничего Вот, себе. вот эта гравировочка Тоже? тоже с рога лося. Нифига. Ну, тут, соответственно, маркировочка мастера. А, вот, да, как раз? Мастера, да, Сергея Ческого. То есть, А, верхняя тема. вот оно что, ничего себе. Да. Красота. То есть вот такой красавчик, брат. Ну, ты понимаешь, это... Вот это я не знаю, проставочку, не помню, честно, ну, запамятовал. Проставка, то ли дуб, то ли что-то такое, ну, проставочка такая красивая. Ничего себе. Заточен вручную, ну, то есть заточен сначала на станке, соответственно, а потом доточен Я вручную. Я понял. Алмазными, да, ну, там все как Доведен, как просто, правильно да, говорил, довели. просто доведен красиво. Ну, брат, Ничего себе, мужики. это тебе на Дай ему память. подержи, Я дай ему подержи. Я вот этот недавно показывал обзор, мужики, перебью немножко. Да, я помню. И говорю, коллекция распадается, но она опять наполняется у Да, меня. брат, Она да, наполняется. Да. Ну, слушай, это не просто так. Вот, ну, сейчас вот этот ответственный момент, брат, как бы с вашего позволения, да, Витальки у нас брата не хватает, конечно. Он бы расплакался. Я хочу назвать, ну вот, как, чтобы он был для тебя талисманом, как понимаешь, ну, чтобы был с тобой когда-то вот, ну, там, здесь, как по налиму, там, да, то есть Ну слушай, ну по налиму это уже все, Да, 100% только он. это 100%. Вот хочется, чтобы он был для тебя талисманом. У каждого ножа, вот, да, вот у этого есть название, да, Енисейка, да, у Русбера есть конкретное название. Для этого сам ты знаешь. Есть
Там у просто ножа, просто нож назвали, Ну да, да. Витальке я Да, подарил да, да. ему ножик. Вот для этого, брат, ну, с вашего позволения, у меня есть такое предложение. Я хочу называть его Архангел. Архангел. Чтобы он был как бы в памяти. Да ну, еще и как ангел, понял. Да, и как талисман, понимаешь? Красота. Ну вот, Поддерживаю, чисто. брат. Поддерживаю вообще. вот. Держи, брат. Ай, камеру не могу, ребят, повернуть пока. Ну, смотрите. Все сами все видели. Я думаю, что Андрюха сдалека пошел. Ну, Но я не ожидал, брат, Ну вот вот. честно. Мужики от души вообще. просто реально от души. Для меня такие вещи это просто больная тема и как бы Я понимаю. тем да. более здесь Я такие. видел просто сейчас, как ты, да, по грибам ходила с этим ножиком. Ну, он тесак, он реально Ну, тесак. Надо там Ребят, ну рубать. А чтоб я не вот- знаю, здесь уже вот без так. комментариев, мне кажется. Пацанам лайк. Мастеру огромный респект. Буду ходить, буду пробовать, конечно. И обязательно координаты оставим. Обязательно, да. Ну, сделано, я вижу, сделано все по уму. Тут разговоров нет. Тут дизайн даже видно, что не просто так. Вообще. Как бы, брат, на заточку, ну, там все по этим, Говорим? по нашим координатам все Класс. сделаем, все четко будет. Крабика. Саныч. Давай. Виталика нету, да. Я Виталька. тоже крабика. Ребятки, ну все. День начался, как говорится, Ну, с приятных. да, как бы надо. Спасибо, ребятки, вообще класс. Но это еще, брат, Братан, не все. ну, не Это всё, класс. Это еще не все. Может, Это не все. Может этот оставим на потом? Нет. Че. Ну, на вечерние посиделочки там у нас будет много времени пообщаться. Ну, не знаю, я потом уже так разговаривать. не Да? это. Ну ладно, давай, раз пошла такая Да. пьянка, как говорится. Брат, ну, это у нас Виталька, наш брат, который с нами, ну, не получилось. Не получилось ему поехать, поехать, да. у братика. Вот. Ну, так, утешительный, так сказать. Утешительный сюрприз, брат. Ну, это брелочек. Так, А, ничего себе. да. Чисто на ключе. Вот так, куда-то на ключ, там, куда-то, чего-то там. Лучше походить на рыбалке, чем хороший на работе. Всё правильно. Совершенно верно. Все правильно. Все, отлично. Класс. Виталь, спасибо, брат, огромное от души. Так это еще не все. Это еще не все. Он еще тебе, брат, передал. Так. Сразу наклейку так. Давай, открывай сам. Лучшему рыбаку, пусть, ну, все понятно. Так, ладно. Как приятно подарки взрывать. Да, да. Круголец, да? Ну так. Чаи гонять. Отлично. Душа рыбалочке поет, будет. когда клюет. Да. Отлично. Больше не работать. Все, класс. Ну и отлично. Виталька, тебе Да, Виталец, привет. ты не переживай, как бы, что не Сейчас получилось. съездим. Еще Всё будет приедем. время, конечно. Будем живы, не помрем. Да. Свидимся еще. Пока живем, будем делать. Спасибо, мужики, от души. Давай. У меня тоже есть сюрпризики, но я вечером вам потом в палаточке Ладно, заболтаем. Класс. Все четко. Спасибо, ребята. Просто спасибо. Ну, как говорится, пока при памяти. Пока при памяти. Бабахнем. Что, за дровами? Погнали.
Что, дровишек подпилили, нормально. Ну, тут такой остров, ребят, тут каждую весну все моют. Я называю дровяник. Подъезжаешь, потом пилишь ровненькие, сухие. Что зимой? Хлебом не корми. Да, не Дров надо. попили. Не надо искать. Давай, поехали. Обухом мани. Ты что, не попадаешь, видишь?
Фу, ребятки, ну хорошо поработали, отлично. Саня сгоняли за дровами. Здесь как палисадник, в общем, таких дров нормальных нету. А остров и намывает, и пильнули. Они сухие, за лето просохли, ровненькие все. Это половодьем приносит их, получается. Попилили, покололи, все, классно, запасик дров сделали. Что-то даже на костер, всякие кривые такие рогатины. Вот, блин, ветер, ребятки. Нам бы сейчас пару сеточек бросить. Сеточки нам нужны не только для рыбы. Ну, одна для пропитания 40-очка, одна 30-очка на живца, на продольник. Блин, такой ветер, Сань, не знаю вообще. Андрюха у нас, кстати, пошел отдыхать. Ну, он, понятно, ехал за рулем. Я говорю: Андрюх, давай, иначе рыбалку не вывезешь. Рыбалка-то ночью. Вот. Как-то так. В принципе, все. Я думаю, на сегодня план минимум выполнен. Вот только еще пару сеток бросить. Ну, там бросить 3 секунды, финочки 30 метров, 2 штуки. Регистрация, если что, ребята, есть у нас, разрешение у нас есть. И в Республике Коми рыбачить на сети разрешено. Но опять же, на озерах. Тут вроде как есть возможность забуриться. Вот, не знаю, получится, не получится. Тут протока есть. И как бы там сразу озерцо маленькое, небольшое там поставить. Как-то он так. А так, в принципе, все классно. Ремтур хотел показать же вам, ребят, по поводу нашей базы. Не знаю, там Андрюха спит, неохота его будить. Но сейчас покажу. В общем, пока не стемнело. Да, Саныч? Не будет же против? Конечно. Покажу, что как у нас тут обустраивается все. У нас только все обустраивается, ребята. День заезда, когда на дальняк, ребят, когда на долго, это, блин, так тяжело. Столько вещей на одной лодке. Блин, ну это все тяжко, конечно, но ничего. Все это делается, все это работается. Главное, сегодня дождя нету. Вот это самое главное. Вот, немножко перекусили грибочков. Вот. Так что как-то так. Вечером приготовим горячий ужин. Все у нас пока отлично. Пока все, ребят, мне нравится. Так, ребят, ну, небольшой обзор, как мы тут остановились. Классное место. Я много здесь ночевок провел на этом местечке. Такая большая полка песчаная, поворотистая такая. Вот. Поставили, ребят, палатку, берег ФП-4. Установил печку уже, все. Ну, в общем, с ребятками здесь все поработали. Немножко покажу. Опа. Уже занесли дрова уже здесь. Вот так разбросали вещи. У нас здесь спальники, теплые вещи. Взяли полы от палатки небольшой. Ну и в общем тут у нас коврики снизу. Вот так лежат. И полы. В общем, не замерзнем. Печка, ребят, 35 литров большая. Ставентон, вот этот новый, которые идут от берега. Шикарная печка. Открыл каминное окно. Здесь такая перегородка. Будем балдеть, смотреть на угольки. Ну, на ночь хватит здесь, в принципе. Андрюха отдыхает, спит. Ну, понятно, что. Спал всего лишь час, пацан. Да еще плюс 1000 километров проехать. Здесь, ребят, столик. В этот раз взял Ромаса RS-1000. Вот. Будем заряжаться, будем питаться. Ну, здесь какие-то вещи, там у меня теплые, там плюс-минус. Такие дела. Вот. Ну, здесь все шикарно, в принципе.
полка небольшая, здесь кривая. И, в общем, там поставили шатер. Новый шатер, который брал братулец, мне сделал подарок. Вот здесь у нас дровишки, чурочки. Тут здесь получается костровое место. Здесь и будем костровище делать. Стулья если еще поставим, будем сидеть кайфовать, смотреть на доночки. Ну, сейчас ветер, вечером его не будет. Здесь пила ГСМ. Вот там у нас насадка, черви. Здесь снасти, продольник, сеточки новенькие. Вот. Столик маленький этот отнесем туда. И как будет дежурный стол под насадки, под всякие колокольчики и так далее. Саныч что-то там бродит, наслаждается природой. Шатер, ребята, тот знаменитый, в котором я стоял в Липецке. Стояли мы в Астраханской области. Теперь он появился у меня. Новый, абсолютно новый. Первая поездка у него. Вот, закрыли, понятно, все окна. Все сеточные окна. Их здесь раз, два, три, четыре, пять. Вот. Контейнеры с продуктами. Сумки, холодильник, коробки с продуктами. Ведра. Поставили стол большой. 3 стула. Ну и здесь, понятно, тоже вода. Что-то здесь еще у нас. Здесь кухня. Не кухня. А, воды, кстати, надо набрать. Омывальник сделать. Саныч. Поставим сейчас еще сюда умывальничек. Ну, в общем, как-то так. Вот так мы и забалдели. Самое интересное, ребят, что по шатру, я думал, без косяков есть косяк. Здесь вставляются еще вертикальные дуги. Вот, они вставляются сюда в проем, вниз. Крепится вот такой утяжкой, получается, и втыкается сюда. И вертикально дуга раз, два. Здесь, короче, прошито, ребят, полностью. Ё-моё. Вот, она должна сюда вставляться. Прошили полностью. Косяк, короче. Не знаю, поставим без дуг. Я просто не стал сейчас резать ножом. Дома все это спокойно сделаю. Прошью потом сам плетенкой. Ну, потому что здесь она, видите, насквозь прошита, ребят. И нет возможности сейчас прошить. А потом поползет, не дай бог, за рыбалку не стал. Мошки, блин. Тепло, мошки много. Такие дела. Ну, в общем, как-то так. Обживаемся. Вот такая полка у нас. Саныч. О, Андрюха проснулся, красавчик. Сейчас водички наберем здесь. Раковину сделаем, ребята. Вот сюда повесим. Будет все отлично. Заведи. Оттас. Кстати говоря, мысль не мешала.